В эфире «Вечерние новости» расскажем о главных событиях к этому часу. И коротко о темах выпуска. Второй день в Якутии фиксирует рекордное количество заболевших COVID-19. За сутки вирус нашли еще почти у 100 человек. Груз для медработников от Приморского Доброфлота прибыл сегодня в Якутск. Абитуриенты могут пополнить ряды студентов одного из самых знаменитых театральных вузов России. Напряженная эпидобстановка сохраняется в регионе. За сутки в Якутии выявили 99 новых случаев заболевания COVID-19. Впервые один случай выявлен в Чурапчинском районе. В Якутии за сутки, напомню, 99-31 человек выздоровел. 2 в Алдане, по одному новому случаю в Ленске, Намском и Верхневилюйском районах. В столице региона, по данным оперативного штаба, обнаружено 93 больных коронавирусом. Отдельно я хочу сказать по намцах. У нас на настоящий момент, как вы знаете, в Салбанцах объявлен карантин. Соответственно, туда регулярно направляется не только медицинская помощь, но и направляется продовольствие. Салбанцы на настоящий момент, в общем-то, сдано у нас достаточно большое количество анализов, потому что определен большой круг контактов. Небольшой населенный пункт, казалось бы, жил по своим правилам. Никто не должен был туда приезжать. Но один, непосредственно всего лишь заболевший, дает сегодня под угрозу и остановил практически жизнь целого населенного пункта. Что касается города Якутска, я обращаюсь к жителям города Якутска. Да, мы 2 месяца держались на достаточно небольшой цифре. Прежде всего, почему? Потому что мы не меняли своего круга контактов. Но начало мая, которое для нас является традиционным времени встреч с друзьями, с коллегами по работе, с семьями, привело к тому, что сегодня, поменяв этот круг контактов, мы получаем сегодня вот эти вот небольшие, но тем не менее, группы нового заболевания. Из этих 93 нужно обратить внимание на то, что это в основном семейные контакты, это контакты по работе. У нас нет зафиксированного сегодня в Якутске какой-то новой вспышки, нет нового очага. Но есть непосредственно ситуации, когда именно один круг, который был эти 2 месяца, в этот круг попадает человек, который может знать, а может и не знать, что он болеет коронавирусом. И в результате этого вот такое утроение результатов практически, по сути дела, за 2 недели. Что необходимо сегодня нам? Нам сегодня нужно очень четко всем понять, что впереди лето, и поэтому очень важно все-таки не дать распространяться вирусу. Очень важно следить за собой, за своими близкими, оставаться дома, соблюдать санитарный режим. Органы государственной власти республики вместе с органами местного самоуправления сделали все для того, чтобы был безопасный водоканал, для того, чтобы было безопасно ГУП ЖКХ, для того, чтобы непосредственно было безопасно все органы, с которыми вы работаете, которые обеспечивают жизнедеятельность. На настоящий момент наша главная задача – просто сидеть дома. Несмотря на запрет некоторых категорий торговли и работы салонов красоты, часть предпринимателей продолжает свою деятельность. Наша съемочная группа проверила, много ли тех, кто не исполняет предписания. Светлана Неустроева с подробностями. Для того, чтобы проверить работу запрета о торговле, наша съемочная группа выехала на рейд совместно с представителями Министерства предпринимательства. По сообщению специалистов, по городу уже было проведено порядка 900 проверок точек торговли и общественного питания. Мы проводим также в основном разъяснительные и беседы. Разъясняем, как правильно применять это требование. Главой Республики Саха-Якутия утверждено правила поведения граждан и организаций в условиях повышенной готовности. Это правила гласят о том, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и дезинфекционный режим. Однако очевидно, что одних разъяснительных работ недостаточно. Многие предприниматели под видом реализации товаров первой необходимости умудряются продавать даже одежду. Причем о том, используются ли при этом средства индивидуальной защиты, точно утверждать нельзя. К вам уже проверки приходили, да? Да.
А какие товары первой необходимости? У нас пеленки, распашонки. Остальная вся одежда? И вот, нам сказали, вот пеленки, распашонки. Мы приходили же, разрешили. И все же с работой некоторых организаций не все так однозначно. Ведь с необходимым для реализации перечнем товаров продолжить работу в штатном режиме возможно. Но тем не менее с проверками к таким организациям заходят чуть ли не раз в неделю. К нам до этого уже приходили с администрации. И также говорили, что мы не должны работать. Хотя до этого нам сказали, что можно за счет того, что у нас имеется перечень товаров. Это средства связи. Как вы, наверное, знаете, у нас продаются и мобильные телефоны. Ну и также сим-карты. За счет чего мы входим именно в список тех магазинов, которые, в принципе, могут работать. И после этого еще несколько раз заходили с визитами с администрацией. И вот выполняем все меры. Вы не должны работать в данный момент из-за повышенной готовности. То, что вы на вынос работаете, также нельзя. Вы можете сейчас в данный момент работать только на бесконтактную доставку. А эти кадры – пример находчивости предпринимателей пищевого бизнеса. Здесь якобы на вынос можно приобрести горячие пирожки и кофе. Все это, разумеется, незаконно. И если одни свою вину признают, другие утверждают, что ничем более продуктов они как будто бы не занимались. Разметки для движения, соблюдения дистанции, да? И висение объявление о том, что здесь получается магазин. Да. Или общепит. Магазин. Магазин. Хорошо. Начнем с того, что у вас висят объявления. Ценники, да? Указаны чай, кофе. Вот это и есть кофейня, вот микроволновка. Это элементы общественного питания. Да? Так, только за 2 часа нами было обнаружено 9 незаконно работающих точек торговли. Для горе-предпринимателей это стало первым предупреждением, но не факт, что последним. До сих пор в социальной сети Instagram, не боясь ничего, многие активно заманивают клиентов на различные услуги по записи или на дому. Только вот цена за такое удовольствие – ваше здоровье. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Груз для медработников прибыл сегодня в Якутию. Средства индивидуальной защиты на добровольных началах передало Приморское торгово-промышленное предприятие «Доброфлот». В региональный Минздрав поступили костюмы, маски, кислородные концентраторы и многое другое для борьбы с коронавирусом. Отправка гуманитарного груза для Якутии стала возможной при личном участии полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. В ближайшее время все полученные комплекты будут распределены между медицинскими учреждениями. Но самое главное, там еще есть кислородные концентраторы, есть специальные дезинфекторы для обезвреживания автотранспорта, есть, значит, препараты, которые помогают дезинфекции рук медицинского персонала, имеются специальные кювезы для перевозки и транспортировки лиц с коронавирусной инфекцией. В общей сложности мы получили достаточно большой объем помощи нам сегодня, которая необходима республике. Через аэропорт города Мирного ежедневно проходят сотни вахтовых рабочих с разных регионов России. Только строгое соблюдение карантинных мер – залог стабильной эпидобстановки. О том, как устроена работа в обсерваторах города, Марферина Алексеева. В городе Мирном развернуто 3 обсерватора. Предусмотрено около 400 изоляционных мест. На данный момент в обсерваторах находится около 300 человек. Большая часть изолируемых – работники-вахтовики, направляющиеся на месторождение, а также приехавшие местные жители, которые не имеют возможность обеспечить изоляцию дома. Один на базе наркологического отделения Мирнинской больницы на 50 коек, второй вот на базе общежития МПТИ на 180 мест и третий на базе профилактория «Гороняк» на 135 мест. Первый обсерватор у нас обеспечивает деятельность Мирнинской ЦРБ. Обсерватор, который расположен на базе этого здания, обеспечивает администрацию Мирнинского района, а обсерватор на базе профилактория «Горняк» открыт компанией «Алроса», и она обеспечивает всю его деятельность, несет затраты. Для размещения приехавших в обсерватор предусмотрен отдельный вход в здание. Машина, на которой привозят потенциальных носителей инфекции, полностью дезинфицируется.
Смотровая комната, лифт и даже личные вещи облучаются ультрафиолетом. Питаются изолируемые только из одноразовой посуды. На каждом этаже дежурит сотрудник обсерватора. В его обязанностях разнос еды, воды, сбор мусора. Несмотря на бесконтактный метод работы, трудятся сотрудники в защитных костюмах. Однако это не единственная сложность в буднях работников обсерватора. Выйти пытаются, но мы объясняем, что если вы сейчас выйдете, для вас это еще хуже будет. Конечно, некоторые возмущаются, ругаются, почему нас сюда привезли и так далее. Выслушаем негатив от людей. Мы им объясняем, что так сейчас положено. Работаем мы по 12 часов. По 12 часов работа тяжелая, трудная. То есть мы находимся постоянно на ногах. И физически, конечно, это очень тяжело. В этих костюмах не дышат. Правила изоляции строго контролируются не только со стороны правоохранительных органов и районной власти, а также работодателями прибывающих работников. Был один случай. Употребляли алкоголь, то есть люди выселены, уволены с работы. Я понимаю, это ограничение определенных свободы. Но что поделаешь, во-первых, на первом месте стоит безопасность для блага самих же людей и так далее. Чтобы не было повторений, как случилось на Чиндинском месторождении. За период работы обсерваторов в Мирном был зафиксирован один случай выявления положительного результата на COVID-19. Добросовестное соблюдение всех предписанных мер безопасности – залог нераспространения коронавирусной инфекции. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Дезинфекция улиц и объектов на открытом воздухе продолжается в столице региона. Она проводится раз в 3 дня. Обрабатываются как сами площади, так и скамейки, урны и тротуары. Дезинфекция проводится в вечернее время. Для обработки используется безвредный для людей раствор хлора. Происходит дезинфекция площадей раствором гипохлорид натрия. Всего запланировано 13 дорог и 6 площадей. Общей площадью около 400 тысяч метров квадратных. Всего задействовано 5 единиц техники, 4 у нас ездят по улицам, и 5-я машина, они по площадям, вручную скамейки, урны, тротуары. Кабинет министров выделил средства на выплаты семьям с детьми. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства более 222 миллиардов рублей на эти цели. Более 197 миллиардов рублей направлено на единовременные пособия в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет. Для получения денег родители должны проживать в России, а ребенок быть гражданином Российской Федерации. Абитуриенты могут пополнить ряды студентов одного из самых знаменитых театральных вузов России. В приемной комиссии говорят, сделать это не очень сложно. Как подать заявку, расскажет Александр Хавренко. У выпускников 11 классов, оканчивающих школу в этом году, есть уникальный шанс стать студентами одного из самых престижных театральных вузов страны – театрального училища имени Бориса Щукина. И сейчас у нас есть несколько целевых мест, а это означает, что обучение будет совершенно бесплатным. Представляете, какая уникальная возможность есть у вас. Если вы выпускники 2018, 2019 или 2020 года, у вас есть результаты ЕГЭ или будут результаты ЕГЭ по литературе и русскому, то вам выпал огромный шанс, которым непременно нужно воспользоваться. Для того, чтобы стать студентом вуза, не обязательно выезжать в Москву, проходить экзамены перед строгой комиссией. В этом году из-за сложной ситуации с распространением коронавируса поступление в вуз сделали максимально комфортным и безопасным. Нужно просто записать свою видеовизитку, отправить ее по указанному адресу и ждать результата. Если вы подходите по всем параметрам, то дальнейшие ваши действия, это вы записываете свою творческую программу на видео и отсылаете уже непосредственно в сам театральный вуз. И достаточно просто, без лишней нервотрепки, без стресса, без чувства конкуренции вы можете стать студентом театрального института. И еще один немаловажный момент. После окончания вуза вам не придется самостоятельно искать работу, рассылая резюме по театрам. Дорогие друзья, вы действительно можете осуществить свою мечту. И этим летом уже поступить в театральный институт имени Бориса Щукина в Москве, по окончании которого
вы сможете пополнить труппу Государственного академического русского театра имени Александра Сергеевича Пушкина в Якутске. Всю информацию о целевом наборе вы сможете найти на нашем официальном сайте театра grdt.rf. Шанс действительно уникальный и предоставляется не каждый год. Поэтому, если вы решили связать свою жизнь с театром и стать актером или актрисой, то поспешите им воспользоваться. На этом пока вся информация. Оставайтесь дома, а при необходимости выйти не забывайте надеть маску.